Ой, ты что, у Раяна на качелях была? Я видела, как ты каталась там. Где ты видела? Папа видео мне прислал, как вы катались на качелях. Как у Мирана, у Раяна. Туда неси, ставь туда. О, ты чай купила, да? Свою обувь правильно ставьте. Девочки, нам принесли номер Чейпл и Гингл и Софишки шоколадку. От всей этой организации передали нам номер. Очень приятно. Спасибо большое. Открываем, Джо. Посмотрим, что здесь. А здесь с тыквой пышки. Очень приятно. Мы наелись и не хотели уже, если честно, кушать. Но это и горячих, конечно же, покушаем. Прям в номере Софийский шоколадку передали. Да, Это саги. с тыквой? Да, саги. Мама, это с тыквой? Творог. Софишка, лол, да, саги, Малик. Да, Марик. Угу. Очень приятно, такая радость. Это вот с тыквой. Как раз чаек сидела, пила. И с творогом. Софиш, приятного аппетита. Спасибо.
Друзья, всем доброго времени суток. Сейчас едем в старинное село Макажой. Софичка, смотри лошадки. Ма, а куда мы едем? В село Макажой. Смотри, там маленькая лошадка, Софичка. Смотри, маленькая. Красивенькая, да. Сейчас еще, знаете, не совсем пошла зеленка, но какой прекрасный пейзаж. Посмотрите, далеко в горах снег видно, облака какие красивые. Это туман стоит, видите, вверху белый над горами. Смотрите, какая красота, девочки. Это над горами туман, да? Как облака, кажется, на самом деле. Мы сейчас в них въедем. Мы сейчас там, Софичка, поедем в эти облака. Представь? Вон старый. Ой, да? Нет? И вы. Вот это все, когда зеленое бывает, вообще другой вид. Сейчас красиво, конечно. Но сегодня тепло на улице, прям такая хорошая. Но ветерок, здесь есть ветер. Вот. Да. Сейчас поедем в Макажой. А тут что, раньше люди жили, мама? Да. Здесь раньше А жили где люди? Ну, они сейчас уже переехали, кто куда. А, мы что переезжали. Вот там вверху старая башня. Мама, а скажи, а куда мы едем? Я же тебе уже сказала 2 раза. Мы едем в Макажой. А, старое село? Конечно. Ой, еще одна машина есть. Видишь, далеко в горах снег лежит. И в другом году, вот он. О, машалла. Ну, ой, теплее сядьте. Вот, друзья, видите, это старые башни. То ли тут пропускной пункт, что-то вот такое. Я могу ошибаться, конечно. Кто может, здесь взрослые мужчины, я знаю, смотрят. Может, кто знает лучше, то поправьте меня. Но я владею этой информацией. Вообще, мне все это интересно. Я займусь этим. Я пойду у нас в Ведено библиотеку и принесу, если есть книги, мне это все. Я каждый раз, когда сюда приезжаю, у меня столько вопросов, и хочется это все узнать и вам рассказать, как оно есть. На самом деле, долго теплица, или будете? Могила? Нет, вон там внизу, видишь, Софиш, что-то как. А это что? А это старое кладбище, старое. Долги что я, Алла, Софиш? Кладбище? Да, да? Ма, Вот старое кладбище, старое. а почему тут домики? Ну, камни раньше ставили, вот камни часто ставят, но вот раньше. Тебе Долги что, долги, Долго, men dock inte genomstörs. Jag hoppas jag också. Хвоятся. Давай, алло. Бриллиант? Это стекло, выкинь, какой бриллиант? Нашли бриллианты. В горах нашли бриллианты. Слышь, пойдем. Почему ты боишься? Девочки, здесь очень сильно ветер, я платочек одела на голову, и хорошо, что не дул. Все-таки интересно. Спускаемся, мы здесь еще ни разу не были. Там вот как теплица или что это? И какие-то постройки. Страшно. Почему страшно? Я боюсь заходить. Вдруг кто-то живет. Ляг, здесь никто не живет. Здесь наоборот, раньше, знаешь, жили здесь, в этих местах. Предки. Какие? Что значит предки? Предки твои жили здесь. Мои... Это знаешь что? Что? Папин папа есть, Ага. его папин папа, и его еще, знаешь, родственники. Ага. Большое длинное поколение Да. родственники. Раньше здесь все жили в горах. Здесь работали, огороды здесь садили, трудились. Очень хорошо. Ведь здесь они жили, это не надо бояться. Здесь все твои родственники жили. Зачем бояться? Ни в коем случае. Кто-то дом нашел и превратился в кого-то. А потом, да, Ну, всё как-то потом люди переехали, кто на равнину, кто еще тут спустились в горы. Мама, мне страшно. Не, Ляг, не нужно бояться. Ладно? Мы же с тобой, что ты боишься? А, теплица, да? Представьте. Сколько... Теплица? В теплице выращивают огурцы, помидоры. Наверное,
водички сильно хотят. Кто? Они цветочки. Ну, елка лежит, видимо, елку наряжали. И елка. Смотри, не вступи, не вступи. Правильно, иди. На меня смотри. Мама, почему так много какашек? Ну, здесь же лошадки пасутся, лошадки. Посмотри на меня. Софишка на бабушку похожа, да? Да, это точно бабушка. Елочки здесь. Теплица номер 1. Мам, это что такое? Я же тебе говорю, теплица. Теплица, это что? А вон старое село Хой. Кто меня давно смотрит, мы там были. На башню залазили, на самый верх. Ага, пошли. Мне страшно. Блин. Почему тебе страшно, Софиш? Здесь же наоборот красиво. Мне страшно. Вдруг там что-то другое. Елочки, смотри, красивые. Березка. Здесь очень красиво. Елочки, водички хотят. Нет, Софишка, здесь дождь часто бывает, дождь. Да? Дождь же поливает их, конечно. Дождик же поливает, ты забыла? Да. А ты уверен? Шишечки. Я хотела... Шиш, только не срывай, ладно, шишечки? Можно один свой? Ну возьми один, возьми. Будет мой. Не, сильно. Ой, А? спасибо. Моя шишечка. А? Нет. Идите сюда, не страшно. Тут какие-то звуки. Тут кто-то есть? Лук посажен. Что, ты слышишь? Тут кто-то есть? Почему? Как бы хотелось, Что-то выращивать здесь, да? наверное, тут кто-то. Машалла, как все интересно. Друзья, представьте, в таком месте, это же вообще очень далеко, можно сказать, от цивилизации. А смотрите, какой порядок. И все вот это. Я здесь впервые, честно. Смотрите, какой вид, девочки. И там даже саженцы посадили, видите? Посадили сколько саженцев. Ну, что-то такое, сады. Сады посадили, мне кажется. Мне очень, когда я все это смотрю, мне очень хочется, чтобы вы сейчас все здесь были. Все со мной и смотрели моими глазами на это все. Просто невозможно это все передать. Хажон, садёка посадите, представьте, где Саш. Смотрите, кто бы эти люди не были, они заслуживают огромнейшего уважения, просто огромнейшего. Вот приехать в такие места, здесь жить, смотрите, посадить, возродить, ну, новую жизнь. Представьте, здесь же просто горы, такое все. Ну, раньше люди жили здесь, раньше огороды были, все сажали, а потом переехали люди. А вот люди приехали, посадили, да, вот здесь же солнце, хорошая погода, здесь какое все будет добротное, что яблоки, сливы, груши, что бы это ни было. Люди, смотрите, как красиво, машалла, как красиво. Посмотрите, какая природа. В горы туда, смотрите, как красиво. Машалла, очень красиво. Бинокль, ага. Сейчас бинокль посмотрим. Да, там бинокль есть, можно в бинокль посмотреть. Они с той стороны обошли. Девочки, ну вы посмотрите, друзья.
Посмотрите на общий вид. Смотрите, какой этот туман. Горы дальше в снегу. Жить вот здесь, вот прям в этом доме, это же вообще, друзья, просто вот так вот выйти, представьте, ничего лишнего во дворе у тебя. Выходишь утром в гору, вот там столик поставить, чай пить. Хозяин, ну, из камня сделано, видите? Нет, вы представьте, все это сюда привезти, стройматериалы, все это строить. Ведь какая дорога, на легковой машине тяжело ехать даже. Нет, там-то до казино асфальт, все это понятно, это сюда. Ну, друзья, ну вот смотрите, вот под фундамент мне нравится вот такой вариант с камня. Красиво же, правда? А вот жить и вообще... Хозяин, иш плитка хасхол, керта хелч. Аккуратно, хасхет. Этот дорвался до бинокля, теперь все. Ведь ничего лишнего, смотрите. Просто рай. Ну, смотрите. Земной рай. Машалла, машалла, машалла. Вамахаздукуза. Просто, я не знаю. Я здесь себя чувствую, как будто я у себя дома. Будто я попала в те места, где вообще мое детство было. Я не знаю, где моя душа. Я не знаю, как это объяснить. А, здесь вот... Карбоновый полигон Чеченской Республики. Вот Чеченский государственный университет Кадырова. А, здесь какой-то университет. Чему-то обучают, скорее всего, здесь. Ну да, образование – это верный путь к благополучному будущему. Рамзан Ахматович Кадыров. Все правильно. Мы будем возрождать и строить нашу республику через спорт, образование и науку. Ахмат Ахматович Кадыров. Талгазат Облдел. Да. Эти люди очень много сделали для республики, конечно же. Очень. Все было разбито. 2 войны прошло. Все полностью было разбито. И то, какая у нас сейчас республика, да, тут без слов. Самая красивая республика у нас сейчас. Друзья, ну посмотрите, как здесь. Друзья, можно вот сейчас я хочу у вас спросить совет. Вот такую плитку давайте их все во двор. Красивая же. Я все не могу определиться. И окна, да? Я вот видела коричневые, девочки, и белые. А вот такой серый цвет, вот окна вот такие, ну пластиковые, если честно, я не видела. Может быть, люди видели, я... Ну, не видела. И вот фундамент мне нравится, да, вот. Это мое. Вот это мое. Я сама корнем родом, я не отсюда, вы это знаете. Но это настолько мое, до слез мое. Не знаю вам, как это объяснить. Это все пропитано. Я просто, как будто я вернулась на какую-то свою родину спустя 100 лет. Вот такое ощущение у меня сейчас. Машалла, машалла. Меча. Вахазион махазду куза, де люди ирьерса куза. Хицани метца ю, чохметта ирьерсо. Смотрите, как красиво. Не закрыто. Скажи людечкам всем привет же. Людечки, в какое место красивое я попала, скажи. Ага. Это классно. Вот еще один. Привет, Влад. Турist. Мама Софишка, мама даться, яла.
Aşağıda Zim başına. Safis kajal. Melhazi. Gene on. Ладно, что. Березка. Уже идти. Башня? Ну пойдем посмотрим башню. Что это? Где? Махмуба. Амраде. Амраде. Софишка. Ну Здесь давай. твои прадеды, прапрапрадеды жили. То, что ты попала на свою историческую родину. Ма, где мой братик? Видишь, башня? Ма, где мой Здесь братик? ногчи жили раньше, настоящие ногчи. Ма, где мой братик? Ты сейчас находишься на своей исторической родине. Ма, где мои братики? Прадеды. А, Это твои дедушки, 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 ну дедушки. где они? Они уже умерли уже давно. Долги что я. Я хочу башню потрогать. А? Башню хочу потрогать. Не, пойдем туда посмотрим на площадку. Ма, ну какую площадку? Сотига Мацахыла, мы с папой ходили, я же не смотрела, там вид. С бинокля хози вид. Очень. Ты долго елок, одевай, тебе опять голова будет болеть. Одевай поток на голову. Куза, щи, мох, букуза. Софиш, что написано? Что здесь написано? Мух гайтес гайта? Как нужно показать? И облака, аж посмотрите, какие красивые облака на фоне. Если я не помешаюсь. Ничего не помешаюсь, да? Вот сюда. Мама, так не надо, Софиш. Ну все, пойдем на площадку, пойдем. На какую площадку? Там с бинокля, который видно. Бинокля? Угу. Машаллах, как красиво сделали. Сюда, говорят, со всего мира приезжает. Ну, с мира, может быть, я неправильно выразилась, но с России со всей точно студенты приезжают. Здесь они подготовки делают. Все здесь изучают вместе. Научно-исследовательная площадка, Христинский район Харачой. Ну, в общем, здесь они конференцию делают. Туристы приезжают, здесь они работают. В общем, здесь университет такой, в такой сфере, девочки. Углеродный баланс и охрана атмосферы, дистанционные методы измерения и зондирования, мониторинг и прогнозирование климатических изменений, глобальные проблемы человечества, изменения климата, методы измерения углеродного секвестрационного потенциала территорий, оценка климатических ресурсов Чеченской Республики, менеджмент, защита растений, влияние на увеличение растительного покрова, без разработки технологических приемов фундаментальной и прикладной биотехнологии в виноградстве. Ну, в общем, здесь что-то, да, какие-то изучения, что-то здесь вот в этой сфере вы видите, да. Но в горах далеко, представьте, как это интересно. А, это вот в теплице, да, они вот в теплице что-то они там выращивают, изучают что-то. Садят что-то. Ну, тут саженцев, да, много саженцев. Смотрят, как в этих климатических условиях, как это все растет. И все это вот комплекс Диоксан 401. Лидер с установлением лазерным сканером. Комплекс позволяет оперативно получать точные цифровые модели рельефа, в том числе покрытого растительностью. Ну, видите. Теперь мне все понятно. Более чем понятно, что здесь происходит. А вначале у меня было очень много вопросов. Да. Я представляю, для студентов, которые приезжают со всего мира, как и для них. То есть мы сколько раз здесь были, но... А ты в дом растения заходила, открывала? Туда можно зайти? Да. А дядя не открыл эту дверь? Какую? Ну, дом растения, там дверь была закрыта. Я сейчас не знаю, открыли ли они ее. Пойдем посмотрим. Мам, не так. Я сюда хочу посмотреть, Софишка, я там еще не была.
Красиво как, да, друзья? Вот это из камня постройка. Ничего лишнего, не белить, не красить. И как стильно, красиво смотрится, правда? Серые окна, серые жалюзи. Самолет. Теперь понятно, саженцы посадили. Теперь понятно, да. Папа, помоги мне, я хочу туда. Видно кэш? Мама. Я тебя держу. Смотри в бинокль. Видно что-нибудь? Нет. А ветер какой. Как страшно смотреть вниз. А я наоборот не страшно. Что, самолет улетел? Мне так страшно. Молния как будто какая-то. Папа, смотри, как будто молния. Да. Да, трэш. Трэш. Трэш-контент, да? Господи, Ой, София, ты тоже сказать можешь. Господи, трэш какой-то. У меня все нормально. Я только раздваиваю. Ну давай, Ваня, солнец, давай, до Белхвы. В другое место поедем тоже. Прощай. Прощай, Баша. Пока. До новых встреч, да? Да. Стоп, мы не зашли сюда. Видишь? Дядя Шек, что Шек? София, здесь нельзя всем ходить. Это просто наши знакомые здесь, поэтому нам разрешили. И там, видела, охрана стоит. Сюда всех людичек не пускают. Видишь, пожалуйста, Только стол нас хватит. пускают. Он говорит, здесь стол поставят, друзья, представьте, утром. Здесь же утром вообще необычно. Птицы поют. Да, здесь очень сильно птицы поют. Прям вот, знаете, прям как песня. Вот сюда поставить стол, самовар. А когда все будет зеленое, этим всем любоваться, чай пить. Завести корову одну, чтобы для себя. Чтобы именно вот сметана, творог, все свежее было. Ну, Да, лови меня. Уля, вы все рыбуешь. Картошку молелась, бэвишь, да? Абрикосы у них там. Вот купить на закрутку. Рядом люди живут, которые занимаются. И картошку привозят. А где Анжела? А? Она в номере?
في четвертый класс я решила قضينا إيش قيمتك شوي نسبة كبيرة إيش دعية قوة شوي بس وجهة صديق بس مش خلاص أصحاب آدم رسل Çok güzel Anda remont çalışana konuda halıya brigade tanımları. Она украла мой платок. Я теперь не ее. Нет, она у меня украла. Mahmut kız halan var. Ha? Tege oldu. زين في البيت طالع مدق عين وخايحة هو متش oldu kılıyor. درجة بالبش والله بوي دق بالشابك قام يستحق عين دق هنت أسبوع هنت يلا خزيرة يحاول أن تقول ميل ولا تخيل صمت أو خزق يتشتى يتحاش أو يزرق هون حتى أدم فصح كسر شو تقول شو تقول خزق يتربيش خزيو هلا خزيوش دو مش عارف شوف حاجة شو كل حاجة عم بتسيرش Så har Håkon Mjell атмосферы шадовым прямой передаватель. Иду аппарат его. Компьютер şu. Öz компьютер. Девочка, этот аппарат, говорит, 48 миллионов дали, она говорит. Что, готово, да, эти аппарат? Атмосферу передает, да? Атмосфера, погода, долгом, полностью передаватель, что что قدامنا وقت ايه اللي حاجه تصير مثلا ايوه سسنا لو لخت شو حالت السنه اخر من الحالي ايه اللي يرقى И теплица что? Что здесь гидуете? Как цветы сами. Сейчас посмотрим, девочки. А эти люди, оказывается, мы первый раз видим эту женщину. Она, оказывается, знала его отца, супруга моего отца. Он был их гостем большим. А моего свекра, родной брат, он был в лесничестве. Но он уже умер, да, Гештуэцин, он был главным здесь, в Чеченской республике. Лу ее фамилия. Она говорит, вы что? Ну, она спросила обычные моменты, чеченцы знают, да? Если чеченцы встречаются, сразу первый вопрос, хамичеру, откуда вы? Родом, задают вопрос. И когда он сказал, откуда он родом, фамилию назвал свою, ой, конечно, знаю, и твоего отца знаю, и твоего дядю знаю, ой, какие грамотные люди. И сейчас же у нас один тоже работает, введено, его сын вот этого, что по лесничеству был, его сын работает в судебном приставе, главный работает он на хорошей должности. Она их всех знает, оказывается, эта женщина. Вот как говорят, да, мир тесен. Ну тут еще
Чеченцы вообще они все братья между собой. Братья и сестры, у них это очень сильно между собой. Они прям дружны, друг друга никогда не оставят в беде, за исключением там единиц. Есть, конечно. А его, Софишка, есть, конечно, плохие люди очень, но их очень-очень-очень мало. И вообще они не имеют права носить имя чеченцы даже. Я их даже не считаю за чеченцев. Люди, которые ведут себя не по-чеченски, скажем так, которые своих братьев предают перед некоторыми, не будем говорить мы, кого мы имеем в виду, они поняли, которые готовы своих братьев подставить, своих чеченцев, ради ненависти к кому-то, это не чеченцы. Это просто, ну, как говорил мой свекор, есть чеченцы просто с чеченскими паспортами. Такие, к сожалению, есть, он говорил. Но их очень мало. إيه أحصلتك ضلاتها اليوم يختدي أشان فقانك إزقتها Ага, массажиста, да? Потом это из серии. مش هذا Ага. روش سيلي ذات Трубка. يشخيدو يهنفر أوتوماتيك بوغبا يولي اللي هوندي هاتونات Diyeyim ki şu yakta doğuş tekrar Erdoğan Halime. On der Taşı bayban baktı uz kişiler Allah'ın bu şeyi yok. İyi söylüyorum da. Sa margal yerinde bu işim sa ambiniyor. No yedra öyle manpo çok enteresan. Kaçtan? Софишка, ляг. Бухмала, хайвол. Хайвола, вахета, рё. Halime das explodiert bei Schwungor. Kommer du med förstå? Jag verkligen går här Här för du på. Det är ju skickar på så att de. Håller. Ja, på väg. Вообще упадешь. Смотри, что я нашла. Ты же вообще упадешь. Маленькая шишка, да? Угу. Мам, что тут растут? Да, телефон ديال الاخشات على الوقت وتنشا ديريكت والله الوقت شوف كيف هم ده انت جاي كذا ما هر هوده صار شو صاير كل صار رجوات مو ضحش يا أمين تورتي دي أنهم نشيو ها Кубах, Софишка. جان يو خليون هو شا ممكن يالك هو شا يو هيوشن هنا يو هويت حتى ديردون هو شا يو هيوت أخ مدينة حتى دق مدينة شو Мама, я хочу воды.
Де, схиду я хочу, Амал? Шишечка еще. Где шишечка? Нет, да, шишечки рвать не нужно. Это же ее детки. Их не нужно рвать, ладно? Видишь, какие шишечки? Здесь, друзья, они говорят, что с Турции много растений привезли. Это все они посадили. Здесь, в этих местах, очень мало кислорода, потому что деревьев мало. Даже вот эти деревца, которые выросли, вот зеленые, говорят, что после войны выросли. Раньше вообще не было. Просто горы были, но вот деревья, скажем так, леса не было, да? Сюда иди, не ходи туда. Здесь не хватает этого, поэтому они с Турции привезли очень много растений, посмотреть, подходит им этот климат или нет, да, и потом они собираются их уже садить. Все, что приживется, да. Значит, смотрим, девочки, вот у нас идет баня, бахрома, баня. Вот такие вот красивые, да. Вот это 2000 упаковка. Лицо 6 штук, 1700, вот они. Нежнейшие, красивые цвета. Вот. 6 штук. Также вот 1500 руки. 6 штук. Дальше сюда идем. Здесь баня это отсюда. Это не та расцветка. Здесь у нас идем баня 1700 упаковка. 1700, да? Отсюда я одно взяла. Пускай оно. Вот. Здесь дальше 1500. Нет, девочки, я ошиблась. Нет. В общем, здесь идем, смотрим, девочки. Баня, вот, с бахромой. 2000 упаковка. Лицо 6 штук, 1700. 1700. Баня 1500, 6, руки 1600, 1500, 6 штук. Вот такие вот расцветки. Дальше здесь у нас эти полотенца, упаковка 1700, баня с вышивкой, обратите внимание, 6 штук лицо 1500, обратите внимание на расцветки, и руки 6 штук 1200, обратите внимание, вот в такой вот сумочке, руки 6 штук. Далее здесь 2000 сиренька. Баня идет 2000, 1200 3 штуки лицо, они все у нас, обратите внимание, по 3 штуки, не готовые такие идут, так мы их закупаем. И сиренька 6 штук лицо, 1200, вот такие вот, смотрите, вот такие вот расцветки. Тюльпаны у нас, где была цена? 1700 баня, 1700 3 штуки, 1200 лицо 4 штуки. Вот они, готовые лицо. Так они к нам приехали. Очень хорошее, девочки, качество. Вот, это информация по этим полотенцам. Все, убираем, дальше идем. Так, девочки, далее показываю вам вот такая вот баня с розочкой. Тоже очень красивая, с розой. Значит, размер тут у нас идет 70 на 140. Вот такая роза, естественно, покажу вам. У них тоже идет вот такая сумочка, этих полотенчики, смотрите. Сумочка, вот такие вот расцветки. У них идет баня и лицо. Рук у них нету. Сейчас вам покажу. Значит, упаковка стоит 1700. А вот лицо 1500. Здесь идет 3 штуки. Лицо. Вот. Сейчас, естественно, вам покажу. Вот лицо большое. Даже для ванной можно использовать лицо. Даже для ванной. Вот такая вот красивая розочка. Посмотрите, аккуратненько. Все подшито, полосочки, все, нитки не будут тянуться, ничего. Вообще эти полотенца все очень хорошие. И петелечка. Вот смотрите с этой стороны, какие мягенькие. Смотрите, как они будут водичку хорошо брать. Это же просто... Они отлично будут брать воду. И на петелечку повесили. Вот, пожалуйста. Полотенчика висит очень красиво. Значит, сколько у нас?
1500 упаковка лицо, 1700 баня. Вот такая вот красота. Красивая. Сейчас это все мы вам покажем более в таком виде. Это более понятно, девочки, хорошая. Сейчас и баню открою без сна, чтобы вам было понятно, потому что это все очень сложно. Сейчас сниму и покажу вам баню. Вот, 70 на 140 баня. Огромное полотенце. Тоже качество, девчонки. Очень хорошо будут брать водичку. Вот такая вот розочка. Вот, девочки, у нас роза. У них идет баня и лицо у розы. Вот вам длинная баня. Это у нас лицо. В общем, чтобы вы понимали. Я, девчонки, каждая, наверное, не буду так открывать, иначе у нас видео на 3 недели уйдет. Просто, чтобы вы понимали, видели размеры. Так, девочки, здесь у нас идет тут же отмерка тюли по 6 метров. Разные расцветки, я вам обязательно покажу. Все идут по 6 метров. То есть основные, если вам надо 8 или по 10 метров, это мы все сделаем без проблем. Просто, чтобы вы имели в виду. Так, девчонки, идем далее. Значит, вот такая серия. Российская корона называется. Вот такие вот здесь цвета. Здесь идут, значит, у нас только лицо есть и руки. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот упаковка руки, 6 штук. Вот такие расцветки. Здесь как бы эта серия подходит ко всей семье. То есть, если в семье есть мужчины, они почти в каждой семье есть, да, то здесь вот нежные цвета для женщин и для девушек, а также для парней и для взрослых мужчин. Здесь вот собрались все такие цвета для всей семьи. Они как бы называются российская корона, семейка их называют. Вот. Сейчас я вам покажу. Это вот лицо. Вот такой вот рисунок корона, выбитый. Видите здесь? Вышитая, или как выбитая, вышивка. Вот такая вот корона. Очень мягкая, хорошая. Полотенце. Здесь вот есть на крючочек можно повесить. Очень хорошее качество, девочки. Хорошо впитывает влагу. Когда вытираешь лицо. На такое полотенце даже для бани можно. Ну, для ванной использовать. Они довольно-таки хорошие размеры. Вот. И такие же руки здесь идут 35 на 75. Ну, обычный стандарт руки. Вот упаковочка, пожалуйста. И на подарок можно подарить. И вообще вот такие вот подобранные цвета. Все вот. Поэтому при заказе, если кто будете заказывать, киса нам, пожалуйста, российскую корону. И я вам буду иметь, что вы имеете в виду. Единственное, с ними нет бани. У них бани нету. Есть полотенца, с которыми нету. Есть, которые есть. Ну, вот так вот. Так, девочки, идем дальше. Значит, у нас идет очередная серия. Это у нас идет баня, лицо и руки. Вот, значит, баня, вот такие вот. А баня идут они, эти у нас идут по 1700 упаковка. Не 2000, а 1700. Я, конечно, достану, покажу, чтобы вам это было понятно. Вам это было понятно. Если запутается что-то где-то, то все уже. Тут сейчас недели на 3 уборки будет после этого обзора. Вот такие тоже нежные цветочки. Обратите внимание. Красивые такие, то ли фиалки. Мне кажется, как будто фиалочки. Посмотрите. Очень тоже шикарное, хорошее качество. Мягкие-мягкие. На всю жизнь. 18 минут с ополаскивателем. И все. До свидания. 70 на 140. Тоже огромное полотенце. Хорошее. 3 штуки. Здесь вот тоже вот такие расцветки остальные. И
Тут вы видите тоже цвета идут разные. Это, девочки, 1700 идет у нас баня. Лицо у нас идут по 3 штуки. Вот, по 3 штуки в упаковке. 50 на 100 размеры. Вот эта вот упаковка 1500. Вот эта вот упаковка, лицо 50 на 100. Здесь не 90 на 100. Но там тоже идут, как нам на базе дают, так я ставлю цены. Вот, по ценам. Там бывает полотенца, допустим, баня одни полотенца и баня другие. Вроде бы смотришь одинаково, а рублей 20 может быть разница. К примеру, я говорю, где-то 280, где-то 300, да. Исходя из этого, мы тоже делаем наценки. Вот так вот с обшивкой, вот такие вот полотенца, то ли это от качества зависит, я точно не могу сказать. Разные у них фирмы тоже разные. В общем, вот так вот 3 полотенца, 50 на 100, не 50 на 90, 50 на 100. То есть такие хорошие, что можно для ванны тоже использовать. 1500. И руки к ним 6 штук, тоже 1500. Тоже у нас руки всегда были 1500, 6 штук, всегда любые. Эти тоже самые руки у нас идут 1500, лицо 1500, баня 1700 из этой серии. Это мы с вами назовем, пускай будет, как мы с вами сказали, фиалка. Пускай это будет фиалка. Если что, скажите, киса, фиалка мне, баня, лицо и руки, к примеру, вы говорите. Баня 1700, лицо 1500, руки 1500. Сейчас вблизи покажу. Вот серия, девочки, фиалка. Вы видите, что даже могут быть расцветки разные в самой бане. Вот 3 штуки 70 на 140. Вот по расцветкам, видите, могут меняться. Вот я, киса, заказывала такую расцветку, а вы выслали такую, этих предложений no. Если, киса, вместе этого вы вышли черное полотенце, непонятно какого происхождения, размера, вы вообще тогда можете делать замечания. Следить каждый цвет. Они все нежные, все красивые, все. Это делать мы не будем. Вот. Вы говорите, киса, нам, пожалуйста, фиалочку. Фиалка с птичкой. Вот я вам показываю рисунок с этих полотенец. Вот они идут. Баня, все по 3 штуки. 1700. Лицо 3 штуки. 1500. 50 на 100. Обращаю внимание на размер. Руки у нас идут 6 штук. 6 штук. 35 на 75, 1500 упаковка, цена упаковки. Вот, чтобы вы это понимали. Цены я сразу озвучиваю. Еще раз, баня 1700, лицо 1500 и руки тоже 1500. С птичками, не видите? Но не все с птичками, да? Здесь вот нету птички. А где есть птичка? По-разному. Тут вот птички нету, да? Но они все, это все под один. Есть птичка, есть без птички, но. Вот так вот, в общем. Вы видите расцветки. Девочки, теперь вот такие вот мешки целые. Здоровые мешки, посмотрите, огромные. Вот такие. А в них, смотрите, что, какая красота. В них вот новые комплекты пришли. Они просто шикарные, девочки. В каждом комплекте по 6 штук. Там идет 2 баня, 2 лицо и 2 руки. Но сейчас покажу. Расцветки разные, совершенно разные. Качество просто супер. И цена обалденная. И плюс они еще идут тоже, каждая теперь в своей сумочке. Здесь такие цвета. Здесь вот с фиолетовыми цвета. Посмотрите. О. Сейчас покажу. Сейчас, секунду. Секунду. Как это выглядит, покажу. Вот, смотрите, девочки. Сумочки с ручками. Закрытые. Вот так вот идут 6 штук. 2 баня, 2 лицо, 2 руки. Изумительное качество. Просто, я не знаю. Я не знаю, как это описать вообще вам. Не передать просто словами. Упаковка вот так вот стоит 2000. Вот так вот.
упаковочка у нас целая, она стоит 2000. Девчонки, но цвета у них разные. Вот в фиолетовом цвете можно подобрать. Вот так вот упаковка стоит 2000. Голубые есть, светло-серые. Вот здесь размеры идут 70 на 140. Тут прям указано, все указано. 70 на 140 2 штуки, а 52 на 90 2 штуки, не 50, а 52 даже. И 37 на 75 2 штуки. То есть всех по 2 штучки. Вот так. Ну, не хочется, девчуш, доставать, мои хорошие. Ну, смотрите, как красиво. Ну, не получится так уж красиво. Получится-то получится, просто зачем? Вы же видите, размеры я вам указала. Качество, смотрите, насколько я могу ближе вам показать. Мягенькие. Вообще, хорошо впитывают воду, очень хорошо. Смотрите. Вот так упаковка стоит 2000. Цвета есть совершенно разные. Готовые все, собранные, готовые полотенца. 2000 упаковка, ну это смешно. Вот так вот выглядит целый мешок. Девочки берут на гостинице. И в Питер берут, и в Сочи берут, в Анапу берут. У кого гостиничный бизнес, берут они очень хорошо. Даже им там идет еще скидочка. Вот так вот, смотрите. Мешками, конечно, они берут. Вот такие вот расцветки. Девочки, идем вот к таким полотенцам. Их очень много разновидностей. Я даже не знаю, с чего начать их и как показывать. Вот это из полотенца из серии кофе. Их 12 штук в упаковке, они идут с крючочками. Вы уже видели, у меня были такие полотенца. Просто есть вот с коричневым кофе. Есть вот с таким кружечки розовые, тоже кофе. Но не факт, то, что вы закажете розовые, с розовой кружечкой, а могут попасться вам вот такие вот с кофе, видите? Либо вот такие. Они все одинаковые. Размеры, цены, качество одинаковые. Но людей, когда сделаешь обзор, заказы начинают идти, и раз что-то может закончиться, да? А вот вы говорили, а вы показывали, говорили, они все одинаковые. Все по качеству и по размерам совершенно одинаковые. Их в упаковке, девочки, 12 штук. Очень хорошее качество. Для кухни вообще повесить вот на крючочек металлический. Вот так вот красиво висят полотенчики. Хорошо, отлично впитывают воду. Для хозяюшек к праздникам вообще там готовят на кухне. Раз там взял, вытер руки, раз повесил на место, да. Ну, то есть понятно. Вот, значит, 2 400 стоит упаковка. Вот такое полотенчико стоит 200 рублей. Вот, руки. 200 рублей. На металлическом крючочке. Обратите внимание. Упаковка, в ней 12 штук. Упаковка стоит 2 400. Вот такие с зайчиком. Всего лишь один нашла. Кто-то спрашивал меня, отзовитесь. Зайчиком у нас Софишка в садик тоже такое взяла. С зайчиком тоже. У них цвета разные, девочки. У них розовый цвет, желтый, синий. Но всего в наборе 12 штук. Их 12 штук. И это металлические крючочки. Вот такая упаковка стоит 2 400. Целая упаковка. Вот. Дальше у нас авокадо. Вот, авокадо тоже у нас идет. Я сейчас открою, покажу. Где-то. Что тоже есть расцветки разные. Вот авокадо розовая, авокадо вот такая светленькая, расцветочки с голубеньким. Вот такие вот, смотрите. Вон на них крючочки. Очень красиво, правда? Я когда это увидела, я говорю, вау, мне так понравилось. Такая красота, девчонки. Ну, вообще, очень, посмотрите, как хорошо впитывают воду, водичку будут брать, очень хорошо. И хорошее качество. Простернул буквально. Вы стирать, если вдруг, чтобы стиральные крючочки можно снимать. Снимите, положите на полочку, постирали. И все. Вот такие вот прекрасные, смотрите. Какая красивая. Расцветка разная.
С голубеньким, да, голубь-то? В общем, очень красивые расцветки. Я вам сказала, девочки, упаковка 12 штук, упаковка стоит 2400. Хорошо? Также у нас такие есть полотенца. Тоже вот. Размер 400 на 60. Ой, 40 на 60, я извиняюсь. Вот тоже авокадо здесь. И бутылочки, молочко. Вот, цветочки. Они в упаковке разные расцветки идут. Есть вот такие вот расцветки, есть вот такие. Но суть дела в том, что вот здесь тоже вот есть не крючочки, но вот такие вот завязочки как бы, да? Петельки. Вот. 12 штук, девчонки, 2400. 12 полотенец. Расцветки совершенно разные. Такие вот тоже. Здесь тоже разные, смотрите. Это и слива, и авокадо, и гранат здесь есть. И так далее, и так далее. Много чего. А с этой стороны лимончики, апельсины, лимоны здесь. Вот. Вот такие вот расцветки. То есть в наборе разные расцветки. Не все одинаковые. Там 3-4 разные расцветки. Всего 12 штук, 2400. Шикарное качество, девочки. А также вот такое. Это вафельные. Жизнь удалась. Вот здесь котяра такой сидит. Жизнь удалась. Деньги, все. Здесь вот такой вот домик. Это вафельные полотенца, девочки. Упаковка этих полотенец 2500. 12 штук. Это чуть подороже. Это чисто вафельные, 100% хлопок. Вот такие полотенца. Кто чувствует, когда жизнь удалась. 12 штук. Шикарное качество, девчонки. Шикарные вафельные, отличные полотенчики. Вот целая упаковка. Видите? И еще, девочки, еще. У нас в этот раз в наличии тоже с крючочками. Вот они. Вот, крючки. Но вот в такой форме. Потому что у нас обычно вот таких вот бывает, да? С крючочками. А это у нас вот такой. Здесь тоже так. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ну, 12. Что я туплю? 12 штук. 34 на 75 штук у них. Вот тоже вот такая штучка у нас стоит 2400. Вот. Целая упаковка полотенец. Вот целая упаковка полотенец. Тут вот повар с тортом, чайники, рисунки тоже совершенно разные. Вот тут и тортик, чаек, повар. Это все, обратите внимание. 12 штук в упаковке. Вот такая упаковка у нас стоит 2400. Тут совершенно разные рисунки. 2400 стоит упаковка, 12 штук. Дальше, вот такие у нас кофе тоже. Упаковки кофе у нас идут. Вот такие вот. Тоже 12 штук, да? Ну да, их, по-моему, ну все-таки надо проверить. Да? Нужно же посмотреть. А вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 штук, девочки, 20 штук. 20 полотенец. Вот. 150 рублей стоит одна. Можно упаковку брать, если хотите, можно поштучно. Исходя из того, что 150 рублей штука. О, а это, девчата, качество. Вы не представляете. Они все вот эти, я все покупаю. Я жадная на все это. Я когда вот делаю закупки на рынке, я еще миллионы раз повторяю, сотый раз. Да, купить, продать моя цель. Но я все время хочу из лучшего выбрать лучшее. Я хочу предложить вам все самое лучшее. Где-нигде вы такого не видели. Чтобы вам отдать все от всей своей души. Не то, что там что-то подешевле, там качество поскромнее. А все самое лучшее. Вот клянусь вам Всевышним Аллахом, в этот священный месяц. Все самое лучшее, насколько это возможно, я хочу вам предоставить. Продать – это продать, да.
В общем, 150 рублей штука. Их тут мы посчитали 12 штук. Ой, да, 20 штук. Если кто хочет... 20 же их было, да? Сейчас еще раз пересчитаю. Да-да, девчонки, их 20 штук, 20 по 150. Может, вы захотите 10 штук взять, а может, вы захотите всю упаковку взять. Это уже на ваше усмотрение. Одна штука 150, их 20 штук, я посчитала. Их 20 штук, очень хорошо. Для кухни вообще, в ящички в кухонные положить, где-то в машину с собой взять, вообще в дорогу, там, в поезд, на работу взять. Всегда для домашнего использования. Вот такая вот вещь. Вот такая вещь. Ну, а с этих полотенец я покажу. Одно полотенечко я достала, чтобы вы имели в виду, девочки. Вот идет петелька. Вот она. Вот такие полотенца. Яркие. Тыква. Повар что-то готовит. Ягоды висят, виноград или что там виднее. Тыква тут. Все на свете есть. Кухонные приборы, масло, все. Повар готовит. Тут все происходит. На крючочке полотенца. В общем, вот такая вот красота. Анжел, вот, девочки, зайчики, одна упаковка. Одна. Может, кому-то на детский сад нужен был куда-то. Мы, в принципе, можем эту упаковку пустить поштучно. Давайте, чтобы наверняка хватило хоть какому-то количеству. Больше не нашла их нигде. Вот. Значит, вафельные. Единственное, вот эта упаковка стоит 2500. Вот. Остальные все идут 2400. 12 штук в упаковке. Киви 12 штук. Кофе у нас бывают разные, но тоже с крючочками. Они все, их по 12 штук. Этих тоже то же самое качество. По 12 штук. 2400 стоит упаковка. Разные цвета абсолютно. Так, девочки, дальше идем. Смотрите, тогда у нас такие полотенца закончились. Я их нашла. Хотя искала очень долго. Вот такие вот полоску. Когда они закончились, их почему-то захотел весь мир. Ну, закон подлости, он существует, да. Именно когда они закончились, их захотел весь мир. Это абсолютная правда. Но сейчас они снова в наличии. Здесь 12 штук, да? 2. Сколько? Где и написано? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну да, 12 штук, что там гадать. 12 штук в полосочку полотенца. Они у нас также 2400. Мы можем один достать, потому что увидеть-то хочется. Это махровое полотенце, девочки. Махра. Это вот уже махра. Тоже очень хорошее качество, очень хорошее. Хорошая фирма. Все аккуратно подшито, нигде ничего не висит совершенно. Обратите внимание, аккуратная полосочка, обшив. Это у нас идет махра. Их 12 штук в упаковке. Вот такие вот имеются расцветки. Вот такие расцветки. Дальше, девочки, вот такая вот упаковка. Вот здесь тоже 12 штук. Это тоже руки. Это для кухни полотенце. Вот такие вот разные расцветки, девчонки, посмотрите. Синяя, какое красивое, розовое и светло-персиковое. Их 4 таких, и сколько это? Ну, в общем, это тоже махра. Вот такие вот красивые полотенца, обратите внимание. Хлопок 100%, девочки. 100% хлопок. Здесь написано 100% хлопок. Во. Красивая расцветка. Дальше, девочки. У меня осталось много таких полотенец. Потому что я привезла их много. И не буду скрывать, привезла поздно. Когда уже до праздника оставалось совсем мало. Значит, сейчас это у нас идет лицо. Лицо у нас это они идут. Вот, сейчас на них действуют большие скидки. Сейчас эта упаковка, они у меня были по 2000, упаковка сейчас стоит 1200. Большая акция. Где у меня тут?
100% хлопок, 50/100 размер. Состав 100% хлопок. Видно, нет? Ну, просто, что здесь знак 23 февраля. Ну, для парней это можно использовать, для мужчин всегда, хоть 23, хоть не 23. Люди же, которые покупали эти упаковки, их мужчины же не только 23-го ними пользовались, правильно? Они же дальше будут ими пользоваться. Поэтому, ну, смешная цена совершенно. Вот такие цвета. 1200 упаковка. С 23 февраля. Вот. 50/100 размер. 100% хлопок. Хорошее качество. И вот такие вот полотенца. Тоже спорт. Очень красивые, девочки. Очень такие красивые. Здесь, значит, идет у нас 2000 упаковка. Вот целая. 12 штук. Вот такие красивые. Тоже для мужчин. Вот они. Покажу вам в открытом виде. Спорт. Версачи. Смотрите, какие красивые. Версачи. Спорт. О, какая красота. Это такие для всей семьи. И красные, и разные. И для мужчин, и для женщин. 2000 упаковка. 12 штук, девочки. Упаковка 12 штук. Дальше все. Вот они как сложены. О. 2000 упаковка, 12 штук. Цвета, как вы видите, разные. Версачи. Спорт. Так, идем далее. А вот так вот выглядит упаковка. Идем дальше, девочки. Долгожданные, чисто белые полотенца прибыли. Ура! Сколько я их искала? Ой-ой-ой-ой. Значит, Версачи. Белые полотенца. Тогда у нас были полотенца только баня. Сейчас они есть лицо и руки, но у них лицо как баня, реально. И также есть наборы готовые, подарочные, да и вообще сейчас я покажу.